Депутаты Государственной Думы 11 апреля приняли законопроект о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. За продажу электронных устройств для доставки никотина и безникотиновых жидкостей детям предполагается наказывать так же, как и за продажу несовершеннолетним классических сигарет. Изменения вносятся и в закон о рекламе. Всю продукцию вейп-шопа будет запрещено рекламировать в любом виде, продавать подросткам и даже использовать вейпы в общественных местах. Заняться вопросом о запрете вейпов спикер Госдумы предложил еще в январе этого года. Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов. Комитету по делам молодежи изучить эти вопросы, причем в приоритетном порядке, и внести предложение о возможности запрета вейпов. Давайте этот вопрос обсуждать. Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них обязательно в письменном столе находятся отобранные учеников вейпы. Вейпы – это своеобразные современные гаджеты. Привлекательный дизайн и вкусовые особенности затягивают подростков. Именно они чаще всего используют такие электронные сигареты. Производители делают все возможное, чтобы вызвать устройствами зависимость. Последнее рождает и спрос. Главный психиатр, нарколог Минздрава Республики Джамбулат Вадилов рассказывает, как с виду безобидные сигареты опасны для здоровья. Масла, которые применяются в вейпах, это устройство нагревает это масло, в результате чего происходит испарение. И как мы знаем, в этих маслах находится очень много химических соединений, особенно опасные канцерогенные вещества и фенолы. Это фенол то же самое, что и в масляных красках, которые красят в быту. Вот, представь себе, это масло нагревается, ты дышишь этим маслом. Поэтому опасность как раз таки в том, что вот эти фенолы, поступая в организм, вызывают интоксикацию, отравление организма человека. Нагретые компоненты вызывают шок организма и воздействуют на нервную систему человека, разрушая внимание и сосредоточенность. Подростки начинают нервничать и появляется бессонница. Самое ужасное – вейпы входят в привычку и становятся образом жизни. Втягивать дым, выдыхать дым, видеть большие объемы, там еще такой момент. При употреблении сигарет так не бывает, а когда вейпы употребляют, там большой объем дыма. Вот непосредственно молодым этим подросткам интересно втягивать, выдыхать этот дым, смотреть, как вот он развеивается, этот дым. Вот это все вместе и притягивает, формирует вот этот стереотип, привычку у молодых подростков. Если вот этому молодому человеку объяснить, что произойдет, как воздействует это вещество, что он потеряет, насколько он будет неконкурентоспособным в общей массе ровесников, это их действительно берет за душу. И я думаю, что они уже, понимая это, уже не относятся к этой ситуации как игрушки. Они уже серьезнее начинают воспринимать и действительно, боясь за свое здоровье, некоторые уже говорят: да, я не знал, я уже не буду. Огромную нагрузку вейпинг оказывает на легкие. Медики говорят, они страдают при употреблении таких видов электронных сигарет. Курильщики думают, что выпускают весь пар, но это далеко не так. При нагревании они выделяют все ядовитые вещества, которые, соответственно, и влияют на бронхолегочную систему. Они могут вызывать со стороны легких хронические бронхиты, аллергии, отек легкого, в 90% случаев даже рак легкого. За счет того, что в легких, в альвеолах откладывается никотин, то есть легкие не раскрываются полностью, у них кислород не поступает, и легкое не может полноценно сделать глубокий вдох. То есть никотин оседает в легких и приводит к таким последствиям. Говорите, заболевает ли человек, который употребляет никотин, сигареты чаще? Конечно, да, потому что нарушение этой защитной функции бронхов, слизистых приводит к тому, что, естественно, это бактерия, вирус, который мы получаем воздушно-капельным путем, ему становится легче попасть в организм. То есть эта категория людей, она чаще болеет, тяжелее может болеть, какие-то последствия у них тяжелее. В сети интернет множество разных видео, как взрываются вейпы. Их выкладывают сами курильщики. Многие получили даже травмы. Регистрируются и летальные исходы. Отсюда и видно, насколько они опасны для здоровья и жизни. Тем временем подростки поддерживают новый законопроект.
хотят ввести законопроект о том, что будет караться законом продажа несовершеннолетним электронных сигарет и тому подобного. И я очень рад этой новости, потому что давно пора. Потому что в Магасе я видел, открыли магазины, и очень хорошо, что их закрывают. Это будет замечательно, потому что сейчас я вижу детей, подростков, которые стоят где-то в маршрутке, даже и в автобусе, и курят эти вейпы, не думая о том, что это может принести огромный вред